Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Давайте приступим к обзору самых интересных новостей и событий из Якутии. В последнее время набирает популярность древнейший метод оздоровления, связанный с пусканием крови хиджама. В Мирнинском районе 9-й год нетрадиционной медициной занимается Семжидма Гамбаев. С народным целителем встретилась наш корреспондент. Сегодня вновь популярность обретают народные методы оздоровления, которые затрагивают кровеносную систему. Семжидма Гамбуева использует народную медицину хиджаму. Во время процедуры специалист прибегает к помощи разных вспомогательных инструментов, и основным из них являются банки и иглы. Нетрадиционной медициной я уже занимаюсь более 15 лет. Обучилась, получается, я в городе Dharamsala, это Индия. Практику проходили в Бурятии. При Дацане работали 5 лет. По Якутии я уже работаю, общей сложностью можно 9 лет. В основном еще делаю иглоукалывание, процедуру кровопускания, моксотерапия. Клиенты специалиста по хиджаме уходят с благодарностью, ведь эффект виден уже после первого сеанса. Но в результате курса лечения, который подбирается индивидуально в соответствии с исходным состоянием, можно добиться полного обновления организма. Как будто внутри у меня такая радость, легкость у меня. Поэтому я так благодарна, что Господь дал встречу с ней, с Серафимой. Мы вместе переехали мирно. Кроме того, Семжидма обучает своему мастерству новых специалистов, большинство из которых уже занимаются своей частной практикой. Мы знакомы уже более 5 лет. Обучение я начала где-то 3 года назад. Также уже сразу же параллельно у меня началась своя практика. Массажистом я работаю более 7 лет. В будущем специалисты, которые практикуют народную медицину, хотят создать ассоциацию по хиджаме в Якутии, где каждый специалист мог бы делиться своим приобретенным опытом работы и знаниями. Анна Васильева, Мирный. Якутская кинокартина «Кукушка» стала лауреатом открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» в номинации «Лучший сценарий». Режиссером короткометражки является Евгений Николаев. Над сценарием вместе с ним работал Никита Давыдов. Сюжет «Кукушка» разворачивается вокруг героя, который встречает незнакомую девушку-соседку и становится свидетелем необъяснимых событий. Пытаясь разобраться в мистических событиях, он входит в противостояние с отцом девушки, который хранит шокирующую тайну. Ранее работа Евгения Николаева взяла гран-при 2-го якутского фестиваля короткого метра «Республика кино». Безобидное, казалось бы, занятие прикармливания голубей, но при определенных обстоятельствах оно может принести и неудобства жителям города. Подробности в сюжете из Нерюнгри. Стихийных пятачков, куда как на свалку сваливают пакеты пищевых отходов, чтобы покормить голубей, в Нерюнгри достаточное количество. И благородный порыв заботы о пернатых превращается в мусорную проблему. И не только. Действительно, на сегодняшний день проблема с голубями у нас стоит очень остро. Постоянно кормят, мы неоднократно делаем замечания прохожим, чтобы здесь не кормили, не кидали пищевые продукты. Зачастую это мимо проходящие женщины в сознательном возрасте и кинули и ушли. Проблема стала настолько глобальной, так скажем, для нас, что частыми гостями теперь стали мыши. Это наша придомовая территория, мы стараемся держать ее в чистоте и постоянно просим об этом людей, которые подкармливают голубей. По словам ветеринарных врачей, кормить птиц не надо, их надо подкармливать в период холодов. А голубей обычно закармливают пшеном, чипсами, кусками хлеба. Первое, с чем сталкиваются после такого, растет число крыс. Второе, у голубей ослаблен иммунитет, они подвержены инфекционным заболеваниям, которые опасны и для человека. Мы тоже боремся постоянно с этими голубями, подметаем, стараемся заметать людям. Вот посмотрите, женщина вот прямо вот подошла и кормит. И вот и говоришь, а они не реагируют никак, люди. Этот мусор потом летит к нам. Голуби марают, так сказать, наши места, где мы работаем, потому что мы это потом сами все убираем. Видите, даже люди вообще никак не реагируют.
Ветеринары предупреждают, орнитоз – острое инфекционное заболевание, которое передается от птиц человеку. Собираясь в большие стаи при кормежке, голуби не только заражают друг друга, но и становятся серьезной угрозой для окружающих людей. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Медвежонка, обнаруженного в Тампонском районе, привезут в Якутск для осмотра. Как сообщили в Минприроды Республики, его уже изъяли ветеринары, выяснят состояние здоровья хищника. Ведомство сообщило об обнаружении медвежонка 19 апреля. Исходя из состояния хищника, будет решаться дальнейший вопрос выпуска в естественную среду обитания или в пункт временной передержки для реабилитации, отметили в пресс-службе ведомства. Мы тебе 2 ящика привезли. Подходит к концу очередной учебный год в Алданской детской школе искусств имени Александра Никитина. Год прошел в лейтмотиве 65-летия учреждения и 100-летия со дня рождения его основателя. Главным подарком для школы искусств стало приобретение инструментов по национальному проекту «Культура». С новинками познакомился наш коллега Руслан Павлов. Педагог по классу баяна Иван Черепанов не скрывает своих эмоций от звучания нового инструмента, который Алданская детская школа искусств приобрела в рамках национального проекта «Культура». Вот по национальному проекту мы получили такой очень хороший и дорогой инструмент. Готово-выборный, многотембровый. Вот смотрите, сколько здесь много всяких переключателей регистров. Вот. И здесь 15 штук, и здесь переключается. Значит, вот интересные такие здесь тембра, вот фагот, как звучит, например. Вот флейта здесь есть, да? Сейчас я найду. Флейта. Ну, в общем, здесь, ну, это баян-оркестр, можно сказать, да? Ну, и много орган есть, пожалуйста, вот орган. Ребята осваивают уже? Ребята, да, начали осваивать потихонечку. У меня баян, да. Ну, с трудом, конечно. Это надо долго привыкать к инструменту. В целом, по нацпроекту школа значительно обновила инструментальную базу и вступила в цифровую трансформацию, оснастив несколько классов современными технологиями. Львиная доля, конечно, этих средств пошла на музыкальные инструменты. Мы смогли приобрести долгожданный баян «Юпитер». Это почти 1 миллион. Мы бы никогда, конечно, не смогли осилить такой инструмент. Вот. Он звучит в разы, естественно, лучше, чем другие инструменты. 2 аккордеона «Вольтмейстер». Закупили домры, балалайки, контрабас, шумовые инструменты. Это все для нашего сводного ученического оркестра народных инструментов, который у нас развивается, набирает темпы, и для них это, ну, просто вообще очень ожидаемый подарок. Вот. Но мы еще не все инструменты получили. На днях мы получаем домры, балалайки. Надеемся, что нас производитель не подведут. Все должны быть из фонда Чайковского, это должны быть хорошие инструменты, но мы надеемся. То, что пришло, нас пока очень удовлетворяет. Кроме этого, пришло еще 3 духовых инструмента: труба, саксофон и кларнет. Особое любопытство и удивление детей вызвали интерактивные доски и графические планшеты. Воспитанникам школы искусств цифровые технологии и современные гаджеты, конечно же, зашли. Во-первых, все новое, безусловно, интересно. Во-вторых, перед ребятами открываются иные возможности и перспективы в образовании. Мы рассматриваем графический планшет, который впоследствии будет использоваться нами. Мы будем учиться на них работать и исполнять разные работы. Мы очень рады, что у нас получается такой опыт, потому что хорошо, что мы работаем не только на бумаге, но и на графике, и на такой технике. Теперь в нашей школе появилась интерактивная панель, не 1, а 2, для обучения в теоретических классах и в художественном классе. Конечно, для нас это такая новая жизнь начинается для учителей, освоить новые технологии, облегчить себя в чем-то в жизни, привнести какие-то новшества. Конечно, сделать процесс обучения для детей еще более интересным. Ну и для нас это возможность идти в ногу со временем. Воспитанник школы Максим Волков еще не совсем освоил новую балалайку-контрабас, хотя уверен, что в будущем они будут понимать друг друга с одного прикосновения. Громче звучит, конечно, труднее,
но освоился быстро. То есть теперь уже все можешь? Да нет, учусь все-таки. Ну, не все, конечно, но что-то могу доиграть. Мы очень благодарны, очень рады новым инструментам. Благодаря этому, конечно же, наш оркестр зазвучит по-новому, более качественно и профессионально. Как говорят специалисты, главный постулат музыкальной педагогики в мире – учиться музыке не только для того, чтобы быть профессиональным музыкантом, но и для того, чтобы во всех сферах жизни быть лучше. И этот постулат относится ко всем видам искусства. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алтан. Якутские спортсмены выиграли 3 золота и 2 серебра в дисциплине лоу-кик на Кубке России по кикбоксингу в Казани. Так, победителем в весовой категории до 51 килограмма стал Михаил Слепцов, в весе до 57 килограмм Сергей Иванов и в весе до 63 килограммов Тимофей Сивцев. Серебряные медали получили Михаил Иванов в категории до 71 килограмма и Адулай Хуцуруй в весе до 91 килограмма. С завтрашнего дня якутяне примут участие в соревнованиях по дисциплине К1 в рамках Кубка России. Нерабочие дни ожидают жителей Якутии в апреле и в мае. Так, 27 апреля – День республики для работников органов государственной власти и государственных учреждений объявлен праздничным днем. А канун праздника 26 апреля будет рабочим днем, но сокращенным на 1 час. В связи с праздником весны и труда работники с 5-дневной рабочей недели будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая. С 6 по 9 мая тоже будут выходными днями из-за празднования Дня Победы. У работников 6-дневной рабочей недели, соответственно, выходные и праздничные дни выпадают с 30 апреля по 1 мая и с 7 мая по 9 мая. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире.